Надежда Павлова. Имя, которое известно каждому жителю Чувашии. В жизни республики, как и в историю мирового балета, это имя вошло в 1972 году. Было ответственно танцевать. Хотела сделать все самое лучшее, чему меня научили. Ну, все сбылось, все получилось очень хорошо. Я получила первую премию и вернулась к себе в школу, потому что мне оставалось еще учиться 2 года. Чебоксарцы меня помнят, это очень приятно, но я их тоже не забываю. Я уже туда ездила танцевать не один раз. И будет мне очень приятно, если я еще раз встречусь со своим родным зрителем. Я хочу передать своим землякам самые лучшие пожелания. Мы сейчас даже не можем представить, каким громким было появление Надежды Павловой в 1972-1973 году. Просто сложно это вообразить даже. Она была ученицей 6 класса Пермского хореографического училища, когда соревновалась с уже сложившимися артистками балета и победила на всесоюзном конкурсе, а уже через год, в 17 лет, завоевала гран-при 2-го международного конкурса артистов балета в Москве. Так, ну, поскольку не возникает никаких... Well, as long as opinions tally, I think we should take a vote. Кто за то, что приз Большого театра... Who votes for Nadezhda Pavlova, number 99, being awarded the Bolshoi Theater Grand Prize? Номер 99. Ее воспринимали не иначе, как чудо. 17-летняя пермская ученица была не просто восходящей звездой. Ее танец прочерчивал перспективы развития балета. Красоту, которая создается свободной амплитудой движений, удлиненными линиями, большим шагом, открыла миру Надежда Павлова. И это то, без чего немыслим балет 21 века. Прошло 45 лет. Сегодня Надежда Павлова – педагог, балетмейстер, репетитор, занимается с артистами Большого театра. Там повернулась, сейчас правильно. По одному. Снимала. Прямо вот я перед тобой стою, прямо. Надежда Васильевна, она в первую очередь огромный профессионал. И даже смотря ее записи, я помню в детстве, для нас, для всех маленьких девочек, это был, наверное, идеал. Вообще балерины, идеал потрясающих ног ее. Потому что, ну, пожалуй, даже в наши дни сейчас ну, нет таких вообще безумно красивых линий. Балерины именно рождаются, не становятся, а рождаются. Вот это Надежда Васильевна Павлова. У нас еще 1 минута. В
балет детей чаще всего приводят родители. Девочки, увидев впервые «Щелкунчик» или «Спящую красавицу», обретают мечту красиво и вдохновенно танцевать на пуантах и летать над сценой. У Надежды Павловой все было по-другому. Родной город. Там родилась моя мечта. Совершенно неосознанно, совершенно как-то вот так сама по себе. И даже не ставя никаких целей, куда я там поеду учиться и вообще останусь ли я в этой профессии. Ну, знаете, как дети отвечают, с кем вы хотите быть? Я хочу быть космонавтом. Вот у меня приблизительно так же. Кем вы хотите быть? Я хочу танцевать. А где? А как? А что это такое? Я ничего не знала. Да, я просто ходила во дворец пионеров, где вот дети моего возраста, их было много, собирались в определенные дни, играла такая какая-то красивая классическая музыка, мы там что-то делали, потом мы танцевали, мы слушали музыку, мы вместе танцевали по отдельности. Вот я застряла в танцевальном зале, вот взяла и застряла, вот понимаете? И ездила каждую неделю, по 2 раза или по 3 раза в неделю. И с удовольствием, я помню. У меня не было такого, чтобы... Вот мне родители говорят, что ну, сегодня холодно, там... То, нет, я в любую погоду шла туда. То есть характер, видимо, вот... Ну, не характер, а желание родилось именно вот в тот момент. Именно в точке города Чебоксары. В те годы как такового балета в Чувашии еще не было. На сцене, построенного в 1961 году здания Чувашского музыкально-драматического театра, шли только оперные спектакли. Только-только появились телевизоры, которые в определенное время показывали и культурные программы. Вот там я, закинув ноги, я сидела и все смотрела. И тогда там показывали балет. Это вот, считайте, что это первое знакомство с такими мастерами, которые можно было увидеть их по телевидению. Ну, естественно, я их всех уже потом знала. Кто танцует в больших спектаклях, нормально. Что танцует в больших спектаклях, и это самое. И кто в каких театрах. Ну, то есть постепенно я как бы интересовалась, проявляла интерес уже к звездам, на тот момент к звездам балета. Мне очень нравились многие там и там, потому что я старалась как можно больше посмотреть. И как-то складывалось, я их сравнивала, что ли. Но неосознанно, я так не могу вам сказать, что под копирку, знаете, вот это вот так, это вот так, это так. Нет, в общем. Это, видимо, вот так, как книжечка с листочками все складывалось в моей голове. И когда информация какая-то просачивалась в прессу, она была тоже было мало информации, но она была. Ну, вот она оседала у меня в коробочке. Будущие первые артисты чувашского балета только заканчивали обучение в Ленинградском хореографическом училище. До премьеры «Жизели», первого исторического балетного спектакля на чувашской сцене, оставался год. В это время маленькая, но не по годам решительная и самостоятельная Надя Павлова сделала свой главный выбор в жизни. Отправилась в далекую Пермь учиться на балерину. Я просто потянулась за подругой. Ну, бывает такое. Друзей таких большой компании у меня не было, но вот была хорошая подружка, она говорит, поехали. Я говорю, ну, поехали. С трудом меня отпустили. Ну, и приехали мы в Пермь, начали учиться. Сначала все было очень трудно, конечно. Меня приняли сразу. Были данные, как оказалось, от природы, которые мне помогли поступить довольно легко в училище. Вот. Ну, а потом всякие сложности, трудности, воспитание, самовоспитание, ну, много чего. Надиной подругой была Регина Кузьмичева, впоследствии солистка Пермского театра оперы и балета, позднее солистка Ленинградского малого театра, сегодня репетитор Михайловского театра, заслуженная артистка РСФСР. Они обе учились в классе знаменитой Людмилы Сахаровой.
Педагог был жесткий, требовательный, порядки в училище строгие. С детьми, живущими в интернате, никто не нянчился. Детство закончилось. Профессиональная жизнь балерины оказалась непростой. Уезжаешь, и первые 2-3 года ты понимаешь, что ты уже становишься самостоятельной, тебе никто ничего не может подсказать. Родители далеко. Позвонить так в тот момент это было просто нереально. Писали письма, но это все долго. И потом, конечно, возникали всякие вопросы, мелочи какие-то, которые волновали меня, но я уже не могла объяснить родителям, не могла им с ними как бы это обсудить, поделиться. Я понимала, что это уже происходит разрыв. Но вы знаете, вот как складывается, так и складывается. Отсюда сложился характер, отношения, может быть, и взаимоотношения с людьми как-то по-другому. Ну, может быть, не так, как хотелось бы другим, но меня вполне все это устраивало. Первой крупной партией Нади Павловой стала «Сванильда» в балете «Делиба Капеллия». Еще ученицей она исполнила ее на сцене Пермского театра оперы и балета. К окончанию училища Надежда Павлова была отмечена наградами высшего достоинства самых престижных на тот момент конкурсов артистов балета. О ней писали восторженные отзывы, и не только в отечественной прессе. Она стала легендой балета. Известный импресарио Сол Юрок, еще в начале XX века устраивавший выступление Анны Павловой в Америке, настоял на том, чтобы Большой театр взял ее в гастрольный тур по США. Но звездной болезнью Надя не заразилась. Она продолжала работать над собой. С блеском окончив училище, Надежда Павлова стала солисткой пермского балета и снова проявила незаурядную работоспособность. Еще ученицей она выступала на пермской сцене. В первый же год работы подготовила 4 партии – «Жизель», «Китри», главную роль из балета «Чудесный мандарин» и «Джульетту». В марте 1975 года она исполнила партию Жизели в спектакле Большого театра, а уже в ноябре вышла на сцену в качестве солистки главной балетной труппы страны. Когда я могла выбрать? Я выбрала Москву. Приехала в Москву. Хотя до этого у меня был еще спектакль в Ленинграде. Там станцевала Жизель с Соловьевым. Потом станцевала здесь спектакли. В общем, осталась, в Москве. Вот сейчас мы здесь, в Большом театре. Приехала сюда, конечно, сначала с раскрытыми глазами, потому что все звезды, которые были у меня в коробочках, они оказались, в основном здесь. И когда Майя Михайловна Плесецкая пригласила меня в свою раздевалку, где я могла там переодеваться вместе с ней, то, конечно, первоначально для меня был шок, меня язык проглотил. В Большом театре Надежду профессионально поддержала не только Майя Плесецкая. Ежедневным классом она занималась у Асафа Миссерера. Самую первую партию «Жизели» с ней готовила великая Галина Уланова. Позднее ее педагогом-репетитором стала Марина Семенова. Они все разные, у них всех разный подход, разная индивидуальность. И, вот мы притирались.
притирались. Кто кому там, ну, как могли. Но, во всяком случае, все это вырабатывалось в процессе, в длительном, очень длительной работе. Уже в первые 5 лет в Большом театре она станцевала 10 ведущих партий. Джульетта, Жизель, Маша в «Щелкунчике», Ширин в «Легенде о любви», Фригия в «Спартаке», Аврора в «Спящей красавице», Валентина в «Ангаре», Китри в «Дон Кихоте». Франция, Италия, США, Китай, Германия, Япония, Австрия. Надежде Павловой рукоплескал весь мир. Ее популярность всегда была невероятной. Зрители ночами стояли за билетами на ее спектакли. Фотографию напечатали даже на коробке конфет. Восторженные статьи и рецензии исчислялись сотнями. Невероятно притягательны сценические образы, созданные Надеждой Павловой на сцене. У ее танца легкое дыхание, писали о ней. Зарубежные критики связывали с ее именем новый стиль Большого театра. Надежда Васильевна танцевала хореографию и Мариса Бежара, и Бежара, и Пяти, и многие зарубежные критики, которые видели ее, просто ведущие критики мировые балета, вот, все были потрясены, причем это случалось не только в 70-е годы, это было уже и в 80-е тоже. Например, когда Большой театр приехал на гастроли в Англию, в Лондон. Слава была, в смысле популярность была, и мы с ней жили, как могли. Ну, если уже мы в этой профессии, то мы должны это тоже, понимаете. Во-первых, сначала мы этого добиваемся, а потом это мы что? Боимся, отбрасываем, что ли? Ну, нет. Тоже терпим и несем. Только и всего. Ее артистическое обаяние неоднократно привлекало внимание кинорежиссеров, но все, что она делала в кино, было связано с балетом. Ее первой ролью стала «Синяя птица» в одноименном советско-американском фильме. В детективе «Сицилианская защита» она сыграла балерину Зину Лебедеву. Она покорила весь мир, но никогда не забывала свою маленькую Чувашию. Я люблю свой город родной, и когда я возвращалась танцевать уже взрослая, туда все казалось таким милым, маленьким, уютным по сравнению с большим городом Москвой. Туда как-то так приезжаешь и в такое домашнее какое-то, вот, я не знаю, такое ощущение домашнее. В Чебоксарах ее всегда ждали с особым восторгом. В 1980 году ей присвоили звание народной артистки Чувашии. Наде было только 24 года. Президиум Верховного Совета Чувашской ССР присвоил ей высокое звание народной артистки Чувашской АССР. А через 4 года, в 28 лет, Надежда Павлова стала самой юной народной артисткой СССР. Она много раз танцевала Жизель на разных сценах мира. В этой партии более всего помнят ее и чебоксарские зрители. Не раз она радовала земляков этим спектаклем. В 1997 году в Чувашии состоялся первый балетный фестиваль, который открыла гордость чувашской земли Надежда Павлова в балете «Жизель».
5 лет спустя Надежду Павлову пригласили быть президентом фестиваля. К этому времени она ушла со сцены, но не из балета. К сложному переходу от артистической деятельности она была готова заранее. Окончила балетмейстерское отделение ГИТИСа, давала мастер-классы во Франции, Германии, Японии, Финляндии. Повезло и воспитанникам хореографического отделения Чебоксарского музыкального училища. Один из уроков им дала живая легенда Надежда Павлова. Она навсегда вошла в историю балета и мирового балета. Она стала основоположницей нового стиля, что бывает редко. И, конечно, очень повезло тем, кто имеет возможность с ней заниматься, видеть ее каждый день в театре. Невероятная балерина, лицо русского балета – так называют Надежду Павлову. И сегодня она заставляет думать о себе, о тайне таланта и совершенства. Все, что накоплено, что не истрачено за короткий сценический век балерины, она передает ученикам. Профессия продолжается. Она вот идет обучение, а потом происходит уже какой-то взрослый период, когда они самосовершенствуются, я бы так сказала. И просто в этот момент, в этот период, им привить вот эту любовь к занятиям, любовь к репетициям, к трудностям, закалить свой бойцовский такие качества. Потому что они в театре просто необходимы. Каждый индивидуален, естественно. А со школы они еще дети. Первый год тоже дети. А потом у них появляется что-то свое. И вот эту индивидуальность, если человек хочет заниматься дальше этой профессией серьезно, вот ее надо вытащить. Мне хочется видеть, вложив какую-то работу, вложив какие-то эмоции, силы, свои знания, хочется видеть уже не просто танцовщика, исполняющего движения, а видеть человека, ну, такую творческую индивидуальность, который может потом самостоятельно себя контролировать, в поездках может себя самостоятельно контролировать, а не так ждать. А у меня педагога нет, я не могу. Нет, я могу. И с педагогом, и без педагога. Но я прошла как бы через это. Надо все пропускать через себя, конечно. В нашей профессии все. Все, что с ней связано. Только в том случае человек как начинает творчески мыслить и действовать. Ну, и это все видно на сцене. Даже как она показывает, просто на самом деле иногда просто хочется думать, ну все, надо уходить из балета, потому что ну, настолько красиво, это все очень органично, это все идет от души. Когда они уже становятся потихоньку мастерами, то как-то за них не волнуешься. Я уже знаю, что они смогут, да, то, что они могут, они сделают. Профессия педагога – это второй план. Это не первый план. Не надо выпячивать работу педагога, что многие стараются сделать. Это закулисная абсолютно работа, черная работа. Мы как чернорабочие, мы просто помощники. Это самый скромный человек, мне кажется, которых я знаю, потому что она по-человечески очень хорошая. И, видимо, тот груз вот какой-то, знаете, славы, который был, да, тогда. Мне даже вот наши гримеры, которые уже по 50 лет работают в театре, и сейчас с нами, и еще с Улановой работали, они рассказывают, что когда на гастролях Надежда Васильевна, ну вот она ездила, да, она звезда, все как бы так, можно сказать, поклонялись ей, но она всегда жила, по-моему, не со всеми, ну, вот, артистами, она больше там с ХПЧ, с художественно-постановочной частью, то есть она всегда накрывала какие-то столы, ну, то есть она такой огромной души человек, который всегда пыталась больше отдавать людям. Нельзя забывать, что мы воспитываем другое поколение, оно моложе, оно идет вперед, у них другие немножечко, может быть, быстрые реакции, быстрые цели, им надо быстрее, и вот за ними вперед, учитывая это и учитывая то, что звезда не мы. Конечно.